Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Гуляя по Хан-Сараю, буквально на каждом шагу сталкиваешься с тайнами, с загадками и с вопросами, на которые не так-то просто найти ответы. Ведь после всех войн, аннексий, оккупации и депортаций сохранилось слишком мало достоверных источников о жизни ханского дворца в те времена, когда в его стенах располагались не музейные залы, а людские жилища. Эта досадная нехватка сведений ощущается везде, но в наибольшей степени она касается самой таинственной части ханского дворца – гарема. Частная жизнь ханской семьи была скрыта от посторонних взоров, и сюда, разумеется, не попадали гости, путешественники, дипломаты, летописцы, которые могли бы затем оставить свои описания и воспоминания. Единственным свидетелем жизни ханского семейства на сегодня остаются лишь стены самого гаремного здания. Это строение с террасой и 4 комнатами внутри – последний из уцелевших гаремных корпусов. В прошлом в этом же дворике располагался и другой корпус, а за стеною в Персидском саду стояло еще несколько построек, которые назывались Малым гаремом. При входе на террасу гарема нас встречает последний отблеск здешней былой роскоши – старинный деревянный портал, искусно украшенный тонкой цветочной резьбой. Нельзя сказать, что обитательницы этих стен вовсе отсутствуют на страницах крымской истории. Имена ханских матерей, жен, сестер и дочерей порою встречаются в исторических документах. В архивах сохранилось несколько их писем ко дворам соседних правителей, и все же эти упоминания очень немногочисленны, а внутренний быт гарема и вовсе покрыт завесой тайны. Впрочем, всегда и везде есть свои исключения, и до наших дней все-таки дошли кое-какие крупицы информации о жизни в этих гаремных стенах. Этими сведениями мы обязаны ханскому посланнику в Данию по имени Мустафа-ага. Когда в 1669 году он прибыл к датскому королю, датчане попросили рассказать его о Крыме, и Мустафа-ага с гордостью описал им свою родину и ее правителя, хана Адиля Герая. Неизвестно, было ли ему позволено распространяться перед иностранцами насчет ханского гарема, но так или иначе Мустафа-ага разговорился и на эту тему, и слушатели записали его слова. Мустафа-ага рассказал датчанам, что у хана было 4 супруги, причем 3 из них Адиль Герай взял в жены уже лишь после того, как взошел на ханский трон, а до того довольствовался одной.
Эта первая жена Адиля Герая, Зейнеп Султан, была дочерью ханского визиря и пользовалась большим авторитетом. Когда Адиль Герай возвращался в Хан-Сарай после очередного отъезда по каким-нибудь делам, то прежде всего спешил увидеться именно с ней. Когда Зейнеп Султан обедала в гареме, она нередко приглашала к столу кого-нибудь из своих троих детей, и ее пиры были обставлены весьма торжественно. 3 младших жены ели отдельно от нее и гораздо скромнее. Эту небольшую комнату в гареме принято называть буфетной. Не исключено, что трапезы ханских супруг могли происходить в схожей обстановке. Ханские жены были достаточно влиятельными особами, и причиной тому были не только симпатии хана, но также знатность и богатство самих этих женщин. Ведь ханы из рода Гераев женились на представительницах высшей аристократии Крымского ханства. В XVI веке ханы роднились даже с турецкими падишахами, отдавая за них своих дочерей и женясь на султанских сестрах. Однако впоследствии султаны отказались от браков со знатными женщинами, чтобы их родичи не вмешивались в политику, как это часто случалось в Крыму, и стали брать в жены главным образом невольниц. В Крымском ханстве к этому поначалу отнеслись свысока, но впоследствии османские порядки прижились и в ханском гареме. В списке ханских жен вместо аристократок все чаще стали появляться бывшие рабыни. При Бахчисарайском дворе появились даже свои Роксоланы, стремительно поднявшиеся от неволи к высотам власти. Такой была, например, русская жена Халима Герая, попытки которой возвести на престол своих сыновей в обход прочих претендентов привели к беспорядкам во всем государстве. Если ханские жены, сестры и дочери изредка появляются на исторической сцене, то невольницы гарема – это та категория жительниц дворца, о которой сохранилось меньше всего достоверных исторических сведений и в то же самое время сложено больше всего самых фантастических легенд. Мустафа-ага сообщил иностранцам, что ежегодно Адилю Гераю присылают в дар 15 самых прекрасных черкешенок. Выбрав из них понравившуюся, хан бросает ей шелковый платок, и гаремные слуги ведут ее за правителем, куда тот прикажет. Затем она получает жалование из казны, и хан более не беспокоит ее. Этих обитательниц гарема называли бикеч или чарие. И если у Адиля Герая их было 15, то, например, Саадет IV Герай располагал 27 бикечами, а в гарем Крыма Герая входило свыше 40 женщин. О жизни ханских бикечей известно очень мало. Есть, например, сведения о том, что ханы требовали от русских послов выделять бикечам часть тех даров, которые присылали в Крым московские цари. Причем послы считали такое требование унизительным. Несколько бикечей были похоронены на ханском кладбище, а одна из них, Диляра Бикеч, даже в особом мавзолее. Следует заметить, что далеко не все женщины Хан-Сарая являлись родственницами, женами или наложницами хана. Помимо того, при дворце существовал также и штат женской прислуги. По утрам, продолжал свой рассказ Мустафа-ага, Адиль Герай пьет кофе в гареме, и при этом ему прислуживает целая сотня черкешенок. Затем, во время обеда, его стол обихаживают 150 славянок, а им помогают еще 100 абхазок. Мустафа особо отмечает, что хан не налагает на этих женщин никаких других обязанностей, кроме как обслуживать его стол. Эти цифры, скорее всего, преувеличены. Ведь Хан-Сарай все же никогда не был настолько просторен, чтобы в нем могло одновременно проживать сразу несколько сотен одних только официантов. Скорее всего, Мустафа-ага просто старался поразить иностранцев богатством и могуществом своего правителя. Помимо женщин, Мустафа-ага упомянул и о евнухах, которых в дар хану присылал османский падишах. При крымском дворе евнухов называли хадим.
Эти люди были чернокожими, родом из Эфиопии. Такой подарок считался очень ценным, ведь обученный всем тонкостям гаремного этикета раб-евнух ценился исключительно дорого. Черные хадимы были в гареме не только у Адиля Герая, но и у ряда других ханов. Таких служителей при дворце было от 4 до 6, и должность начальника хадимов называлась хызлар-агасы. В одном из дворцовых корпусов, чьи окна выходят в гаремный дворик, есть небольшое помещение, которое так и называется – комната евнуха. Оно примечательно своими красивыми цветными витражами с изображениями зеленых кипарисов. Витражи украшают и комнаты гарема, в том числе и третью, самую нарядную из них. Помимо цветных стекол, она декорирована резьбой и разноцветной росписью, строками арабских стихов на потолке, камином затейливой формы и предметами роскоши, бронзовыми курильницами для ароматов. Эту комнату называют гостиной. Какие гости были возможны в гареме? По свидетельству Мустафы, это были женщины из других знатных семей, которых ханские жены приглашали к обеду. Впрочем, с той же вероятностью можно предположить, что эта комната могла быть и личной комнатой хана. Ведь в общее понятие «гарем» входят не только помещения, где обитают женщины, но и все приватные покои любого мусульманского жилища. Например, в огромном гареме Стамбульского дворца сохранились личные комнаты султанов, которые как раз и являются самыми роскошными и богато украшенными помещениями султанского гарема. Ханы позволяли своим женам, если на то была необходимость, покидать гаремные стены. Они могли на время переселяться в загородные малые дворцы, которых в окрестностях Бахчисарая насчитывалось 4. Порою они вместе со всем гаремом сопровождали хана в его походные ставки, а на склоне лет, собрав надлежащую свиту, ханские жены могли отправиться и в хадж. Некоторые из ханских жен, сестер и дочерей известны своей политической деятельностью, другие – религиозной благотворительностью, а иные – своим талантом в музыке и поэзии. В этом плане интересен пример Ханзаде Ханым. Эта талантливая поэтесса была дочерью выдающегося поэта и композитора Гази II Герая и женою другого хана-стихотворца Бахадыра I Герая. Ханским супругам доводилось заниматься и управленческой работой. Например, во владении старшей ханской жены традиционно пребывало 5 сел по всему Крыму, и она распоряжалась всеми делами в них. Потому снаружи, у ворот гарема, в ожидании распоряжений правительницы постоянно дежурили кехьи, то есть приказчики из этих деревень. Помимо доходов от сел, на содержание ханских жен шел налог с христиан и караимов Бахчисарая. Ханский гарем был наиболее потаенной и в то же самое время одной из самых важных частей ханского дворца. Здесь рождались и воспитывались будущие повелители Крыма. Здесь проводили время в кругу семьи правящие ханы. Понятно, что современному зрителю может быть непросто представить себе семейную идиллию на фоне таких явлений, как многоженство и особенно рабство. Но следует учитывать, что для того времени и для той культуры это считалось общепринятой нормой. И люди, обитавшие здесь, лишь пытались обустроить свой семейный уют в соответствии с обычаями своей эпохи. Ведь тепло домашнего очага – это то, в чем нуждаются все люди, не исключая ни крымских ханов, ни нас с вами.